Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я вас приветствую на открытом занятии вокальной студии Viva городской школы детского творчества. Тема нашего открытого занятия – дыхание как основа пения. Сейчас занятия будут проходить с воспитанниками первого года обучения. Всем здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше настроение? Как ваши дела? Молодцы! Сейчас мы с вами начнем, как обычно, наш урок с дыхательных упражнений. Кто расскажет, для чего нам нужны дыхательные упражнения? Медина, говори. Для того, чтобы хорошо петь и выговаривать высокие любые ноты. Петь высокие ноты, да? Молодец. А Жара? Чтобы качать свои мышцы, чтобы красиво петь. Молодец. Катя? Чтобы мы все ноты пели очень хорошо и у нас развивался голос. Молодец, отлично. Айлин? Чтобы спеть длинную фразу. Молодец. Всем понятно, да? То есть дыхание – это фундамент, можно сказать, вокала, да? То есть это самое-самое главное для вокалиста. То есть 80% успеха в вокале зависит от дыхания. То есть мы должны им, конечно же, овладеть и этот навык довести до автоматизма, да, чтобы правильно научиться дышать. Если мы не сможем правильно дышать, как только что уже сказала Медина и Катя, да, что мы не сможем с вами петь низкие, высокие ноты, да, длительно звучать. Невозможно. Говори, Медина. Тогда будут песни не похожи на друг друга и выйдет каша-малаш. Правильно, можно и так сказать, да, то есть поняли, ребята, да, что дыхание очень важно для вокалиста. Сейчас мы с вами проделаем несколько дыхательных упражнений, ручки на пояс. Вдох мы берем как? Через нос. Правильно, через нос. Он должен быть вдох коротким, да, активным, и на букву С выдох должен быть каким? Длинным. Медленно, да, без толчков. Нельзя поднимать плечи. Молодцы. Плечи остаются на месте. Ручки на пояс. Вдох через нос, как будто нюхаем цветочек, да? 3-4, буква С, выдыхаем. Молодцы. То есть, ой, Медина еще дышит, молодец. То есть наш выдох должен быть медленным, да, то есть для чего мы это делаем, Медина? Для того, чтобы мы, когда пели наши песни, да, Мы могли дотягивать свои ноты. правильно, то есть длительную ноту протянуть, да, фразу пропеть. Для этого нам нужно отрабатывать наше дыхание. Ощущение, здесь вот напряжение, да, должно быть, тонус должен быть, ощущение вот в области нашего пресса. Итак, еще раз, 3-4, вдох короткий и на букву С длинный, медленный выдох. 3-4. Молодцы, Жара еще дышит. Хорошо. Итак, следующее упражнение. Молодец, Медина. Следующее упражнение будет на выдох на букву Ф, согласная Ф, знаете, да? Фонарик, буква Ф. Итак, 3 раза на букву Ф. Ф, дышим. 3 раза, 3-4. Хорошо, следующая буква будет Ч. Молодцы, давайте вместе. Работает область живота, вокальные мышцы, да, наша диафрагма. Итак, следующая на букву Щ. 3 раза. Молодцы. А теперь давайте 3 раза Ф, Ч и Щ. Хорошо? Получается, в общем, 9 раз нужно сделать. Молодцы. Молодцы, большие молодцы. А сейчас мы с вами перейдем к нашим еще одним интересным упражнением азбука эмоций, да? Нашим упражнениям, которые нам помогают
проработать наши гласные звуки, да? Азбука эмоций. Итак, первая буковка у нас А. Что она означает? Выражение радости, да? То есть широко распахнутые глаза, руки широко расходятся в стороны, да? И вместе. Молодцы, да? Когда будем петь песни, мы что? Ну да, следующее у нас, когда мы будем петь песни, да, мы эти упражнения обязательно будем использовать, применять в наших песнях. Следующее упражнение О, удивление, да, поднятые брови, да, с открытыми ладонями опускаем вниз. О, ладошки вниз, молодцы. Следующая буква У, какая буква? Зовущий звук, да, губы вытягиваются вперед, руки тоже. И 3, 4. У, молодцы. Следующее упражнение И, называется на выражение гнева. Брови нахмурены, руки уперты в бока. И молодцы. И следующее упражнение И. Улыбка или выражение счастья, да? Глаза ласковые, рот растягивается в улыбке, движения рук как бы помогают растягивать губы в улыбке. И хорошо выговариваем. Ну-ка еще прям широко-широко улыбнитесь. И молодцы. И последняя наша буковка, полное любование. Буква Я. Ну-ка скажите. Жансер, покажи. Я. Нос кверху поднимите. Вот молодцы. Я. Молодцы. Понравилось упражнение? Да. Обязательно их нужно применять в наших песнях. Хорошо? Открывает рот. Так, сейчас мы с вами перейдем к нашим вокальным распевкам. Для чего нужны вокальные распевки? Кто скажет? Разогреть свои связки. Молодец. Распевка это для певца как разминка для спортсмена, да? Чтобы не сорвать голос. Молодцы. Чтобы не сорвать голос. Конечно, потому что наш голос спит, мы должны ему помочь проснуться, да, разогреть наши связки. Поэтому, конечно же, перед предстоящими нагрузками нам нужно выполнить вокальные упражнения, которые нам помогут сконцентрировать наше внимание, да, на нашей работе, ну и, конечно же, разогреть наши связки. Первое упражнение – ручки на пояс. Первое упражнение – разогрев. Это упражнение пропеть нужно с закрытым ртом. Используем среднюю громкость, да, то есть не нужно громко его петь. Среднюю громкость. 3, 4. Так, во рту у нас ощущение купола, да, горячей картошки. Приподнятое небо, губы сомкнуты, зубы разомкнуты. Итак, на букву М. 3, 4. Вдох. Хорошо. Вдох. Следующее упражнение будет на слог ма, мэ, ми, мо, му. Это упражнение очень удобно, да, оно построено на одной ноте, да. 3, 4. Ма, мэ, ми, мо. Открываем рот. Ма, мэ, ми, мо. Используйте азбуку эмоций, да? Ма. Хорошо. Ма, мэ, ми, мо, му. Азбука эмоций не забываем. Ма, мэ, ми, мо, му. Вдох. Ма, мэ,
упражнение будет на слог мия. В этом упражнении должно быть использован зевок, да, как будто хотим зевать, да. Первый звук формируем правильно. Открыть рот, сделать зевок нужно, да? 3, 4. Мия, ми, вдох. Мия, ми, мия, ми, мия, ми, вдох. Мия, ми. Открываем рот. Мия, ми, мия, ми, мия, ми. Молодцы. Следующее упражнение будет фонарики, да? Фонарик. Что мы делаем на высоких нотах? Наклоняемся, да? Помогаем себе. 3, 4. Фонарики. Фонарики. Вдох. Фонарики. Вдох. Поем вместе. Вдох. Хорошо. Следующее упражнение. Вот иду я вверх, вот иду я вниз. Согласны буковки хорошо выговариваем, да? То есть упражнение. Слово вверх мы поем высокие ноты, когда вниз мы поем. Да. Вот иду я вверх. Вверх. Можете показать себе ручка образно представить, да? Вот иду я вверх, Вот иду я вниз. вот иду я вверх, вот иду я вниз. Хорошо. Итак. 3, 4. Вот иду я вверх, вот иду я вниз. Вот иду я вверх, вот иду я вниз. Вдох. Вот иду я вверх, вот иду я вниз. 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 Так, и следующее упражнение будет мы поем на слог, да? Хорошо поем. Кто скажет, с какой нотки она начинается? С высокой, с низкой? Можно я? Давай. С высокой. С высокой. А кто может мне ее образно представить, нарисовать? Давайте. Вместе, давайте. Мы поем, хорошо поем. Так, Жансая вверх ушла, да? Нужно спеть. Мы поем, Хорошо поем. Да, молодцы, да? То есть образно мы уже представили себе, в голове уже услышали эту нотку. Хорошо. 3, 4. Мы поем, хорошо поем. Вдох. Мы поем. Хорошо поем. Вдох. Мы поем. Хорошо А ну поем. наверх уходим. Мы поем. Хорошо поем. Вдох. Мы поем. Хорошо поем. Мы поем. Хорошо поем. Мы поем. Хорошо поем. Мы поем. Хорошо поем. Только, пожалуйста, не нужно петь слогами, да? То есть эту распевку нужно петь как целую фразу, да? То есть не нужно ее по слогам разделять, хорошо? Мгм. Мы поем, хорошо поем, вдох. Мы поем,
песни «Ах, Когершин». Текст все знаем, да? Да. Вот, встали. Когда поем, как мы должны стоять? Ровно, да? Спина должна быть ровная, корпус ровный, то есть не сутулимся, иначе нам некомфортно будет петь. Текст четко. Согласны буковки выговариваем, хорошо? Когершин, Когершин, кол анат косельегер, паркезым кайзерешин, кендулиенем колея. Открываем рот. Авелектер косыгер, кылызамастан жолынан, бақыт болын қошыдер, ұшырамын қолымнан. Ертілегі алып құш, адамзаттың бағына, қара бұлты жарып құш, мұхитты арғы жағына. И готовились. Вдох. Сені көзің алмайды, ақ ниеті бар адам, ақ қанатын талмайды, әділеттен жаралған. Вдох. Тыныш бейбіт өмірдің белгісі боп қанатқан, әлі орта көңілдің қайшығына қонақта. Ертілегі алып құш, адамзаттың бағына, қара бұлты жарып құш, мұхитты арғы жағына. Ойдыш. И приготовились. Хороший вдох. Напоре. Ертілегі алып құш, адамзаттың бағына, қара бұлты жарып құш, мұхитты арғы жағына. И Ертілегі алып құш, адамзаттың бағына, қара бұлты жарып құш, мұхитты арғы жағына. Ребята, всем спасибо за внимание. Домашнее задание выполнить дыхательные упражнения свеча, шар. Также повторить скороговорки, да? То есть, ребята, помним, что нам важна не скорость, а четкость и выразительность, да? То есть пусть это будет медленно, но четко и выразительно. Спасибо за внимание. До свидания.